6 февраля в рамках учебно-тренировочного сбора в турецком Белике динамовцам предстоял поединок с дружественным коллективом ОФК из Белграда. Сине-белые клубы являются командами-побратимами и довольно часто встречаются в последние годы. Так, в 2011-м в матче, посвященном столетию ОФК, романтики победили с минимальным счетом, а в очередном товарищеском матче, прошедшем в феврале прошлого года, сербы оказались сильнее – 2-0. Ярких красок антуражу поединка придавал и тот факт, что поддержать команды приехало немало фанатов как «Динамо», так и ОФК. Встреча добрых друзей сопровождалась известными речевками с названиями обеих команд и отличным настроением. Также был вывешен баннер «Православное братство» с эмблемами двух клубов и состоялся уже традиционный обмен сувенирами. Перед поединком динамовцы лишились сразу 7 сборников, а также Еремеева и Соломатина, получивших небольшие повреждения. Все это вынудило наставника бело-голубых Дана Петреску вносить коррективы в план на игру до самого стартового свистка. Динамовцы не стали изменять привычной схеме 4-5-1 с Кокориным на острие и Семшовым под ним. Защита предстала не в оптимальном сочетании. В старте вышло 4 центральных защитника. В дебюте встречи соперники присматривались друг к другу. Динамовцы искали шансы в позиционном нападении, а сербы в свою очередь пытались поймать москвичей на контратаках. Первый голевой момент возник на 10-й минуте. Опаснейшим образом после прострела с правого фланга с близкого расстояния бил Кокорин, но вратарь гостей выручил. В первые полчаса игры Динамо владело ощутимым преимуществом, но воплотить его в забитые голы бело-голубые не смогли. Первый момент у ворот Антона Шунина возник после собственной ошибки динамовцев. Колодин неудачно вел мяч из аута вблизи собственной штрафной на Рыкова, и тому ничего не оставалось, как сбивать вовремя подоспевшего к отскоку Александра Чаврича. Несмотря на довольно грубый фол за проявленную самоотверженность, болельщики наградили Владимира скандированием «Рыков молодец». Штрафной удар в исполнении Трифуновича был неточен, но, как оказалось позднее, это всего лишь пристрелка. Сербы почувствовали, что динамовцы сбавили темп и усилили давление на их ворота. Так, на 40-й минуте быстрая комбинация белградцев завершилась прострелом Йовановича в штрафную площадку. Мяч нашел руку Владимира Граната, и судья незамедлительно указал на точку. На послематчевой пресс-конференции Дан Петреску называл это решение арбитра весьма спорным. Тем не менее, удар с 11-метровой отметки Трифуновича Антон Шунин отразил, однако расторопный полузащитник первым оказался на добивании и вывел ОФК вперед 1-0. Оставшееся до перерыва время изменений в счете не принесло. Команды доиграли остаток тайма без опасных моментов. Пауза в матче позволила болельщикам пообщаться на нефутбольные темы. Как в Сербии жизнь? Нормально? Хорошо в Сербии? Очень плохо. Очень плохо. Давай к нам. Давай к нам. Хотя вряд ли в Белграде хуже, чем, например, в Белгороде. В перерыве Дан Петреску сделал 4 изменения в составе. Так, Шунина в воротах сменил Фролов, вместо Рыкова вышел Марко Ломич, а в нападение был выпущен Курани, дуэт которому составил новичок клуба Сергей Давыдов. В начале второй 45-минутки резко ухудшились погодные условия, и без того неважное состояние газона стало и вовсе удручающим. Однако это не помешало показать командам содержательный футбол. Начало тайма прошло без явного преимущества одной из сторон. На 64-й минуте динамовцы в одной из атак получили право на стандарт. Александр Сапета выполнил подачу в штрафную, капитан москвичей Лео Фернандес принял мяч и тут же был сбит. Пенальти. Исполнять 11-метровый вызвался Владимир Гранат и уверенно его реализовал. Счет стал равным. Однако уже в следующей атаке ОФК вновь вышел вперед. За фол на правом фланге обороны арбитр назначил штрафной удар. К мячу подошел 20-й номер гостей Немanja Николич и выполнил безупречную подачу в штрафную динамовцев. При попустительстве оборонцев Ивица Юванович с близкого расстояния пробил головой в створ ворот. Удар пришелся прямо в Евгения Фролова, однако был настолько сильным, что от кипера москвичей мяч срикошетил в сетку 2-1. Стоит отметить, что в этой встрече Дан Петреску задействовал и молодых футболистов Морозова и Сарамутина. Приятно, что ребята не стушевались и качественно вошли в игру. Даже после множества замен характер игры оставался обоюдоострым, но в этих своеобразных футбольных качелях больше преуспел ОФК. На 73-й минуте матча за очередной фол вблизи динамовских ворот был назначен штрафной.
Пристреливавшийся в первом тайме Трибунович мощным ударом вколотил мяч в девятку. Этот гол однозначно стал украшением поединка. Динамовцы, не желая уступать друзьям даже в товарищеском поединке, ринулись отыгрываться. Активен был правый фланг полузащиты. Примечательно, что совсем недавно состав ОФК покинул талантливый левый защитник Милан Ротич. Он перешел в «Зенит». Стоит отметить, что к талантливому сербу также присматривалась «Динамо». Москвичи усилили давление на ворота белградцев, и на 84-й минуте матча Фернандес выдал длинный разрезающий пас, Давыдов остроумно пропустил мяч, а Кураньи закончил атаку голом после выхода 1 на 1. Первый гол Кевина на этих сборах. Понимая, что этого мало, «Динамо» продолжила шквал атак. Уже в добавленное время после прекрасного флангового прострела тот же Кураньи не попал по воротам с линии вратарской, а в следующей атаке защитник сербов вовремя перехватил выверенный пас на Давыдова в штрафной площади. Финальный свисток застал динамовцев в атаке. Москвичи потерпели поражение со счетом 2-3. Дружественный коллектив из Сербии становится для динамовцев неудобным соперником. После игры главный тренер «Динамо» Дан Петреску отметил, что результат был не самым главным. Румынский специалист не стал искать оправдания в отсутствии 7 игроков национальных сборных и сетовать на погоду, а также отметил желание и настрой на игру у молодых футболистов. Остается напомнить, что следующий контрольный матч «Динамо» проведет против венгерского «Диора» 9 февраля в 21:00 по Москве.